уныния. is when you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. Если вы не получили чудо, будьте сами чудом для кого-то еще. Let me tell you a beautiful story. Могу рассказать красивую историю. I actually was in California and I was speaking in front of a crowd. Я был в Калифорнии, говорил перед толпой народа. And I saw a man hold up a child. Ты видел, мужчина держит ребенка. I saw a man hold up a child. Поднял ребенка. A little boy. Маленького мальчика. With no arms. У него не было рук. And no legs. Не было ног. And I looked at him. Я посмотрел на него. And I'm like, wow. And I saw that he had a little foot just like me. Я смотрю, у него маленькая нога, точно так же, как у меня. And I asked the father to bring him up on stage. Я попросил отца принести ребенка на сцену. And he sat here. Он вот так здесь сидел. And he looked up at me. Смотрел на меня. And I looked down at him. Я смотрел вниз на него. And I couldn't give him a high five. Я не мог вот так ему сделать. So I put my little foot on his foot. Я свою ногу на его ногу так нахлопал. And when I did that, he smiled. И когда я это сделал, он улыбнулся. When he smiled, everyone cried. Когда он улыбнулся, все заплакали. Why? Почему? Because it was a miracle. Потому что это было чудо. It was a beautiful, beautiful scene. Like a movie. Это была прекрасная сцена, как сцена в кино. And it was beautiful to see my mom hug his mom and cry. Было прекрасно видеть, как моя мама обняла маму этого мальчика, и они плакали. My dad hugged his dad and cried. И мой папа обнял его папу, и они плакали. You know, when I was born, my parents had no idea that I was going to be born this way. No warning at all. Вот перед тем, как я родился, мои родители понятия не имели, что я таким приду на свет. Никаких предупреждений им не давал никто. The doctors told my parents I would not walk. My doctors told my parents that I would not walk. Врачи сказали, что мальчик не будет ходить. But now I'm walking. Но сейчас я хожу. Can you imagine, though, how much more easier it would have been for my parents if they just met another set of parents with a child like theirs? Представляете, тогда, насколько проще было бы моим родителям, если бы они тогда встретили вот таких же родителей с таким же ребенком. It would have made a big difference. Огромная разница была бы. But they didn't meet any parents like that. Но тогда они таких родителей не встретили. They didn't get that miracle. Тогда такое чудо не произошло. What about me at school? А я в школе. I wanted to be at least knowing that I'm not the only one in the world. Imagine if I actually met someone else in the world without arms and legs. It would have helped me a lot. Я хотел бы тогда знать, по крайней мере, что я не один такой на всем свете. Если бы я тогда знал, что есть еще кто-то такой же, как я, мне бы это сильно помогло. Can you imagine if a limbless man came to my school and talked about bullying? Представляете, если бы тогда ко мне в школу пришел такой человек бесконечностей и поговорил бы со мной об издевательствах. That would have changed my whole school life. Это изменило бы всю мою жизнь школьную. I didn't get that miracle. Но это чудо не случилось. My parents didn't get their miracle. И с моими родителями такое чудо не случилось. But now we can be that miracle for this family. Но вот тогда, в тот момент, мы смогли стать таким чудом для той семьи. And I looked at him. Я посмотрел на мальчика. And I had flashbacks of all the things that I was worried about when I was a kid. Как бы в его глазах отразилось все то, что я переживал, когда я был в его возрасте. I remembered how lonely I felt. Я сразу вспомнил, как в его возрасте я был одиноким. I remembered the depression. Я вспомнил это уныние. I remembered the bullying. Вспомнил издевательство. I remembered the attempted suicide. Я вспомнил попытку своего самоубийства. Because I felt alone. Потому что я чувствовал себя одиноким. But now, но сейчас, this boy, тот мальчик, little Daniel Martinez, knows he is not alone. Дэнни Мартинес, он знает, что он не одинок. And now I am a miracle for him. И сейчас я чудо для него. And I told his mom that when he goes to school and when he gets bullied, я сказал его маме, когда Дэнни пойдет в школу и над ним будут издеваться, then I'm going to come to his school, я приду в его школу, in my wheelchair, в своей коляске, and I'm going to run over all of his bullies. Я перееду свои коляски всех, кто над ним издевается. No, that's not what I did. Не, ну что, поверили, я так не сказал на самом деле. But I went to his school 5 years ago.
Но я пошел в его школу 5 лет назад. and I talked about bullying and loving each other. Я говорил там об издевательствах, о том, что нужно любить друг друга. And now little Daniel does not get teased. И сейчас маленького Дэниела никто не дразнит. His whole school life changed. Вся его школьная жизнь изменилась. And I realized something in my life. И я понял кое-что в своей жизни. When you help someone else get what they need, Когда помогаете кому-то получить то, в чем они нуждаются, then there is something that happens in your heart то в вашем сердце в этот момент что-то происходит. where you found purpose Вы находите цель, обретаете цель in helping someone else. в том, чтобы помогать кому-то. Listen very carefully. Вот слушайте внимательно. I'm not a speaker to just say be positive, Я не оратор, который говорит просто всем: because that's not enough. будьте в позитивном настрое. Этого недостаточно. I'm not a Christian just because my parents were Christian. Я не христианин только из-за того, что мои родители были христианами. There were other religions that I actually researched. Были на самом деле другие религии, которые я исследовал. And there were some religions I didn't feel comfortable with. И некоторые религии мне не понравились. There were some religions that actually rejected me because I had no arms and legs. Некоторые религии реально меня отвергали из-за того факта, что у меня нет рук и ног. And there are some people who said, well, Nick, just be positive. Некоторые люди просто говорили мне: Ник, будь позитивным. It's not enough. Но этого недостаточно. Someone came up to me and said, hey, Nick, have you ever wondered why you were born this way? Некоторые подходили ко мне: Ник, ты когда-нибудь задумывался, почему ты родился таким? I said, uh-huh. Я говорю: ага. And they said, well, have you heard of reincarnation? Ты слышал о реинкарнации? I said, no. Нет. I said, what's that? Это что? She said, well, simply you were born this way because you actually are being punished for your previous life. Я тебе объясню, ты родился таким, потому что ты наказан за свои прошлые жизни. She said, but don't worry, Она сказала: ну не беспокойся, because now that you're a good boy, you'll come back in your next life like a butterfly. сейчас ты хороший мальчик, и в следующей жизни ты родишься бабочкой. I don't want to be a Blavicha. Я не хочу быть бабочкой. I don't want to be a Blavichko. I didn't want to tell the woman how many butterflies I've killed in my wheelchair. I do not want to be a butterfly. Я не сказал тогда этой женщине, не стал расстраивать, сколько я бабочек убил, находясь в своей коляске. Так что я не хочу быть бабочкой. For me, it didn't make sense. Для меня не было смысла в этом. How can she tell me about a previous life? Что она мне рассказывает вообще о прошлых жизнях? I didn't even have fingerprints for this life. У меня даже отпечатков пальцев нету в этой жизни. So in my life, I had to choose. Так что в своей жизни мне нужно было выбирать. I want to believe in heaven. Я хочу верить в небеса. I want to believe that we live forever and ever in heaven. Я хочу верить, что мы живем вечно на небесах. But I also know that not everyone belongs there. Но я также знаю, что не все туда попадают. If everyone comes to heaven, well then we should have just been there in the first place. Если все и так попадают на небеса, можно было тогда туда всех сразу отправить.